друзья, поехали в дальний поход на 2 аэролодках. Сейчас посмотрим, испытаем его уже еще раз. В очередной раз, ну, такую погоду на улице. Сегодня у нас +8. Здесь вода, снег мокрый. В общем, сейчас мы посмотрим, погоняем, как они пойдут у нас. Ну вот, друзья, приехали мы до речки. Сейчас будем выгружаться. Одну лодку уже спустили, она уже внизу. На реке вот снег с водой. Вот он, красота. Солнышко. Температура +9 градусов. Вот он, одна лодочка уже у нас внизу. Мы ее спустили. Тихонечку поедем дальше. Сейчас тебя задавит там. Ну, вот у нас Николай Николаевич приводит технику в порядок, заправляет. Сейчас поедем дальше. Лодочка. Наша лодка пошла. Где-то 450. Лодка, мы прибыли на избушку, надо ему выгрузиться. Ну вот, друзья, приехали на базу, на первую лодку оставляем одну на льду, другую вот в воде ставили. Ну, сегодня я скажу, что вот в лодке у нас груз общей сложности 600 килограммов. И вот мы спокойно едем 60 километров. Ну, опасно, конечно, потому что наросты, там какие-то ямы. В общем, надо аккуратнее ездить. А ночью вообще, да, ночью желательно не ездить. Ну, у нас мы только вынуждены сегодня поехали. Потому что мы знаем русло. Да. Давайте. Ну что, друзья, вот мы пришли на базу. Сейчас я вам покажу. Вот эта база. Тут все, свет, дом, люди, дрова, банька. База большая, дом огромный, новый, светлый. Да, Николай, а? Ну, сейчас дам. Вот здесь мы будем сегодня спать и жить. Ну вот, готовим ужин на скорую руку. Салатик, кто проголодались, едем уже, не знаю, с 12 часов дня сегодня. Ну, очень хорошо, что мы приехали до базы, и завтра уже отсюда рванем дальше. Переходная база. Переходная база, да, и дальше у нас получается 230-240 километров еще вот нам. Мы 30 дней проехали сегодня. 22. 22, да? Замерял? Да. Я не смотрел. Мне кажется, больше, да? Ну, это сюда 22. Больше. Раньше было больше. Вот так, ребята, вот мы сидим, да, просто отдыхаем, вот такая избушка. Шикарная. Да, все тепло. На 85 человек. Да, все тепло, все хорошо. Спасибо Василию Николаевичу. Самое что интересное, вдалеке от цивилизации. Да, природа. Сюда не можем доехать, приехать, все. Аэролодка только можно. Ну, аэролодка
лодка сегодня показали себя вообще. Саш, ну, реально, шли хорошо. Так она загруженная вообще нормально. Средний шли, ну, 50-60, вроде хорошо. Загруженная. Так что, друзья, вот так вот мы сегодня отдыхаем. Присоединяйтесь. Саша, далеко собрался, не? Да, вот сейчас. Прогрев поддува. Ну что, ребята, вот так вот, короче, и катаемся. Загрузка у нас, Битком. да, лодка. Сложно Получается, представить, сколько килограмм там. 500 килограммов мы загрузили, да, вот. Сумки огромные. И мы с Эдиком вдвоем здесь. Ну, лодка идет 60 км в час, но больше уже разгоняться некуда. В принципе, тут опасно. Не, сейчас мы, может, побольше пойдем. Да, днем-то еще можно. Вчера вечером просто шли с фарами. И не видно, далеко не видно. То есть торосы, вот эти вот угры всякие, там, перекаты. Но сегодня уже повеселее, я думаю, пойдем. Так что, нет, лодка вообще хорошо идет. Просто замечательно идешь, кайфуешь. Мягко. Так что вот так вот, первый этап. Сегодня наша задача проехать. Осталось, сколько, Коля? Мы проехали 30 километров, осталось нам 200, 200 километров осталось. 200 километров сегодня мы должны проехать. 200 с копейками. Да, так что будем поглядеть. На двух лодках едем. Вторая лодка у нас Дрейфует на льдине. СВПшка, экспериментальная. Сейчас пойдет открытая вода. Сейчас открытая вода уже будет, да? Ну, открытая вода, наверное, километров через 70 будет. Там участок будет, наверное, километров 10. Должно быть. Ну, обычно там на чисве не замерзает. Вернее, рано открывается. Вот такая красота. Небо чистейшее. Ну вот, друзья, мы на речке. Красота, раннее утро, солнышко встает. Сейчас заправимся и поедем дальше, рванем. Вот наши водолеты. Остановились на перекур и да, и заодно вот Чайковского, может, выпьем. Ну что, проехали 28 километров. В общем, проехали хорошо. Снег вообще сырой, можно лепить снеговики. Сами погоду видите, погода отличная. Река уже местами открыта. Не то что местами, очень много уже открытых мест. В общем, как-то вот так вот двигаемся. Хорошо идем. Хорошо идем, да. Многие из вас спрашивают, как лодка идет по сырому снегу. Ну вот, сегодня вот у нас загрузка 500 килограммов. Здесь может даже больше. 200 литров бензина. Барахлишка мы с Эдиком по 100 килограммов. Это больше 500 килограммов. Ну, идем. Средняя скорость 40 километров в час. Вот я вам сейчас покажу. Вот снег. Да. Видите, оно мокрый снег. Вот рука сразу же мокрая. Снеговиков хоть лепи. Вот по такому снегу идет. В общем, идем сегодня на двух лодочках. Это лодка экспериментальная. В общем, по сырому снегу лодка идет уверенно, очень хорошо. Поддув все-таки, вот эта штука, она спасает. Поддув есть поддув. Ну, сейчас мы остановились, мы сейчас чай попьем, перекусим и поедем дальше. Небольшой перекус. Сейчас по-быстренькому перекусим. И поедем дальше. Погода отличная. Ну вот, друзья, показываю, как мы трогаемся с места.
хочу сказать, вот день сегодня отличный, солнце, снег, вообще мокрый для тех людей, которые хотели увидеть, как он, снег, вот он, вот видите, снег, вот видите, то есть вот мокрый прямо снег, да, мы едем спокойно, груженная, сегодня загрузка у нас 500 килограммов, это и по воде, и по снегу, вот поэтому вот мы спокойно едем, 2 человека, покажи, Эдик, вот как там. Вот, дядя Коля у нас едет, пыхтит. Уже, ну, не намного отстает, да? Как-то не разгоняется. Летит, летит. Снимай, я этот слеплю снеговичка. Что еще? Да? Ну, чтобы этот показать. В очередной раз приехали в избу. Коля вот кашеварит. Время 8 часов вечера. Сейчас мы по-быстрому поужинаем и ляжем спать. А завтра с утра уже пойдем на рыбалочку. Ну что, друзья, вот это вот у нас сегодняшнее утро. Лес, красота. И пошел снег. Наша избушка. Топится печка. Николай Николаевич утренний мацион, кофе. Вот тут вот рябчик недалеко, шбыкнул, улетел. Красота такая. Ну дождь идет такой уже, прямо и дождь. Что, толщина как, Николай?
хорошо, давай, дури. Ну вот мы втроем сегодня едем. Дождик идет. Дождь, на улице дождь идет. Снег, вода, водолет наш, боевой товарищ. Сейчас пробурим, посмотрим. Ну вот, друзья, первая рыбища. Харис сантиметров 35. Николай Николаевич добыл. Добытчик наш, дорогой. Кушай, кушай, Саша, там голодный ходит. О, Николай Николаевич еще поймал тут рыбешку. Молодец, давай. Вязай. И вот, поймал гражданного Хариса. Здоровенький, стандартный. Вот он, ребята. И тоже у них там. Ну вот, друзья, за полчаса вот таких монстров поймали. Сейчас по-быстрому чай попьем и дальше поедем. Пойдем рыбачить. О, Николай Николаевич сегодня у нас повар, самый главный. Вот он сейчас готовится. Жарить будем жареную. Хорошо, чтобы крышу не сняли, удобно, да? Да. Так что, друзья, имейте в виду, крыша нужна. С крышей вообще очень хорошо, комфортно. Давай, Коля, уже быстрее, уже слюнки текут. Вот так вот отдыхаем, друзья. Почаще выезжайте на природу. Просто отдых, рыбалочка, там, не знаю, лыжи, там, еще там что-нибудь. Кто как хочет. Вот у нас там вот так вот. Там рыбачит, не хочет отдыхать. Вот наш водолет.
Вот у нас сварочка стоит. Друзья, ну вот, смотрите, вот только выловленный хариус, 5 минут назад мы его поймали. Вот он, красота. Красота вот этой всей природы. То, что вот мы здесь находимся, кушаем. Малосоленый, вот, пожалуйста, жареный. Кто что хочет, приезжайте на чаще, я еще раз повторяю. Записывайтесь к нам, мы вас приведем в такие места. Ну и драйва поймайте, конечно, с Николаем Николаевичем. У него номер 1. Где там записывать? О, шикарная хибара наша. Жарим рыбу. Ну что, стоило это? Ехать столько километров. Да, кстати, мы вчера проехали 210 километров. Почему 210? 230 до сюда. До избы. 230. 230 километров. Ну, то есть проехали очень хорошо, без происшествий. Ну, налегке, можно сказать. Были там пару Бензину случаев. литров 60 мы истратили, считайте, да? Бензина ушло за 230 километров. Нет. Ну да, 60 литров. 60 литров бензина. Из них мы по воде, наверное, в общем километров 10 шли. И 20 уже. А, ну да. 20 километров. 20 километров в воде. По мягкому, по сырому снегу. Ну, Николай Николаевич уже вторую партию жарит. Ну, сегодня мы, конечно, Ну и аппетит, ребята, у вас. аппетит зверский после всех этих наших испытаний, вчерашних, сегодняшних, да? Прелесть. Эдик, скажи пару слов для истории, для народа. Ездите на рыбалку, отдыхайте по-настоящему. На чем ездить-то, скажи хоть, чтобы они понимали. Ездить надо на вездеходе, вот на этом. Это этот, да? Это Едем туда, где никого не бывает. А что, Костик, куда кидаете? Далеко. Костя Лисичка. Ну что, Николай Николаевич, скажи, пожалуйста, как сегодня тебе отдыхается? Вот сегодня мы на рыбалочке. Добрались вообще железно так, уверенно. Даже рыбы наловили, успели. Да, рыбу сейчас я Это покажу. первый день рыбалки. Да, вот, ребята, вот рыба. Вот монстрики там, вот это вот монстры. Это да? не мелкий, это стандарт. А это просто Какой стандарт? Это больше стандарт, это не меньше 40 сантиметров вот эти вот. А вот это вот уже Эдик поймал, вот он все еще живой. Это полметра, уже даже больше, 60 сантиметров. Так вот, короче, вот это Эдик. А вот это водолет. Эдик, ну расскажи, вот как он тебе клюнул там, или как все это происходило? Вот, в двух словах хотя бы. Опустил в лунку, он повесился. Я раз не достается, я думаю, хороший экземпляр. Подождал чуть-чуть, подождал, потом ок. И бобер Да. выходит. Ну ты не ожидал, что он такой монстр будет, Да, да? конечно, что. Ну, в жизни у тебя было больше экземпляров-то? Было. Было? Было, да. Ну, для этой речки это тоже нормально, это очень Для этой хорошо. речки хороший, да, экземпляр. Мы на речушке рыбачим. Эдик, насчет как мы на пиране с тобой ездили, на этой малюсенькой лодке. Так вообще этот нюхает бензин, а едет так же. Вообще тема под дух. Где хочешь можно ехать. Не липнем нифига, да? Вообще И класс. повороты на маленькой лодке полегче войти. Вот так мы сегодня. Не проваливайся. Не проваливается лодка, только я, да? Я проваливаюсь, лодка нет. В любом месте, на любой льдинке можно остановиться. Где-то там у нас внизу по течению рыбаки мудохаются. на И не снегу. громко, главное, разговаривать можно. Так, кстати, Пиранья орет так, что оглохнешь, потом всю ночь в голове жужжит. Коля, нету крючка большого, руки сувай. Так, Коля что-то поймал такого монстра. Ну давай, дядя Коля, держись, чтобы глубоко не заходит. не заходит в лунку. Потихоньку, давай, не торопись. Только без лишних этих. Ты можешь, ты великий. Давай. Ушел. Ушел. Так он уже здесь, нахуй, он, блядь, не вылазит. Так, Николай Николаевич что-то не понимает, он рыба там или что у него сидит, или зацеп какой-то. О, Эдик, молодец, слушай, ну монстр очередной, Это стандартный 30 сантиметров. даже больше, Ну, 30. чуть больше, да. Просто спасибо, друзья, красавчик. А, красавчик. Красивый. Вообще приятно. Ну вот, добрались до избы, время уже поздно, вечер, темно. Фу, спортом нужно больше заниматься, оказывается. Что так дышишь-то? Спортом мало занимаешься тоже, наверное, да? Как и я. Ну вот, ребята еще спят, у нас утро. Николай Николаевич, что скажешь-то? С добрым утром или что-то еще пожелаешь вселенной?
закончился. Сейчас покажем, как мы едем. Ребята, вот смотрите, снег, да? Вот он, сырой снег. Вот он. Вот, смотрите. Катается. Снеговик. Ты уже сейчас снежную бабу слепишь целую. Вот она, видишь? Вот он. Снеговик. Вот посмотрите, как она просто трогается с места. Вот 2 человека. Груз у нас тут полный, бензин, там вся эта кухня. Да? И вот сейчас посмотрите, как он просто будет трогаться. Вот так вот. Счастливый такой. Добрался до источника воды. Поплавать решил. Осмотрелся, короче. Улыбнись, Саша. Че ты О, хмурый знаешь что? сидишь? Вот сейчас готовим ужин. Картошечка будет с тушеночкой. А тушеночка-то есть, нет? Тушенка, а что, не взял, что ли? Тушенки, да? Баночка тушеночки, так что будет салатик сейчас приготовим. Нет, тушенки нету. Нету? Нет, конечно. Что, знаешь, просто с этим, Просто пожарим картошку. ну там сало есть, бекон есть, да, конечно. Да это сало даже можно это, шкварочку сделать. Классно вообще. Ну что, ребята, приехали мы, в общем, сегодня обратно на базу. Почти вернулись домой. Почти.
считай, что проехали 400, ну на сегодняшний день ровно 400 километров проехали на наших аэролодках. Замечаний по ним вообще нету, мы просто ехали, наслаждались. Погода теплая, плюсовая, плюс где-то 8-10 градусов. В общем, проехали и по сырому снегу, и по льду, и по воде там. Очень разные условия были вообще. Километров 40 по воде мы, в общем, Да. намотали. Грузоподъемность тоже такая, где-то 500-400 килограммов. Туда больше с загрузкой ехали, обратно уже, конечно, полегче было. Ну и сегодня и погода намного теплее, то есть снег очень сырой, прямо там проваливаешься. Ну ход у лодки есть, все равно она идет. Это я говорю для тем, кто сомневается, пойдет эта лодка, не пойдет. Лодки с поддувом, они пойдут, они всегда идут. Конечно, скорость будет не так, конечно, когда по такому по твердому снегу, да, но она все равно идет. Ты можешь добраться из пункта А в пункт Б там без проблем. Самое главное, что хватает ей вести запас топлива, груза на такие дальние расстояния. Да, да, вот ну спокойно. И вот у нас еще мы потратили, вот, ну, когда туда ехали, да, в общей сложности мы потратили сегодня будет 430 километров, завтра еще будет у нас 30 километров доедем до машины уже, да. Там получается мы потратили 150 литров на лодку. Правильно? Туда-обратно? Да, туда-обратно 150 литров и 430 километров. Ну, можно посчитать, сколько это будет. Лишки 35-е стоят, на одном, на втором 30-й мотор. Ну, там и груза было меньше, экспериментальная лодочка. Ну, сейчас приготовим шикарный ужин. Николай Николаевич, да? Шеф-повар. Шеф-повар он сегодня, я тут на подхвате. Надеюсь, Да. не побьют шефа за сгоревшую картошку. Да, да, так что все ответственность на нем. Альпинистка моя, скалолазка моя. Всем привет! Ну что, у нас путешествия завершились, так скажем, мы приехали уже на дорогу, на основную сейчас будем грузиться. Что хочу отметить, наши лодки повели себя просто великолепно, мы даже сами, честно сказать, не ожидали. С таким загрузом, какой маршрут у нас далеко, сколько у нас, 400? Вот там вот, посмотри, сколько там у нас. 427 километров. Нет, почему? 440 сейчас и плюс 27. Это сколько? 466, 67. 467. Почти 500 километров лодки прошли безупречно просто. Никаких нюансов у нас не возникало, ни по ремонту особо там. То есть идут хорошо. Наверное, километров 50 воды мы шли, глубокая вода, перекаты встречные, все это. Речка открывается уже по лесной реке, достаточно уверенно и в повороты входим, и все как по льду, так и по воде. Надежный транспорт, особенно для этого времени года. Ребята вон там рыбачат, мучаются, копаются в этих лужах верховодной воде вот это. То есть мы пролетели. Средняя скорость у нас сейчас движения была 55, 60, где-то 70, то есть ну не спеша.
прошли мы очень быстро весь этот маршрут. Так что продукт у нас готовый, приобретайте, надежность колоссальная, то есть такой километраж, запас топлива, она на такой километраж легко с собой везет. Вот скажи, вот топливо сколько мы еще взяли? Топливо мы взяли на каждую лодку по 200 литров и половину все привезли обратно. В один, сколько у нас получается, 230 километров в одну сторону, да? Да. Вот. Сожгли мы вверх, когда шли, груженные, сожгли мы в районе 60 литров на лодку. Понятное дело, назад мы полегче уже шли, не меньше, наверное, где-то полтинник на лодку сожгли. Может, даже меньше. То есть расход, хороший расход. Несмотря на то, что ветреная погода была, особенно вчера-то, да? Угу. Встречный ветер южный, тем не менее, порывами, конечно, швыряло, там притормаживало лодку. Ну, это погода есть погода, тут нужно подстраиваться, прежде чем выезжать, и как бы быть готовым и к ветру, к липкому снегу и все остальное. Ну, а липкий снег она преодолевает вообще просто. Что он липкий, что он не липкий, разницы нет. То есть поддув справляется полноценно с этой задачей. Залипаний никаких нету. В общем, еще раз повторюсь, это готовый продукт, надежный готовый продукт. Ну вот сейчас Николай Николаевич будет вот эту гору подниматься. Смотрим, как у него получится. 30-й мотор, без подрува. Сегодня он здесь. Дополнительно нету никакой, кроме основного двигателя. Просто не работает. Вот это вот Вымский мост, кто знает, вот здесь вот такой подъем, кто здесь бывал, не знает, насколько он крутой. Сейчас попробуем, как он проедет, насколько сможет подняться на этой лодке. Ну, не получается разгон брать, но сейчас пойду разгонится. Ну вот сейчас посмотрим, как Николай поднимется в эту горку. Ну это лодка с поддувом, и она помощнее. Она, по идее, должна легко сюда подняться. Вот прицеп наш.